Хорасан известен по всему миру по производствам шафрана и барбариса, которые произрастают в южных частях области, то есть Хорасана, да, южных частях области, вот здесь вот. Так, Хорасан также известен своими знаменитыми коврами, то есть, да, персидскими коврами. Таджики тоже делают. Там таджики занимаются коврами, друзья. Понимаете? Ковер, плотное тканевое изделие и из пряжи различного рода, используем для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении, декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях, друзья. Вот и ковер персидский, друзья. Итак, Хорасан также известен своими знаменитыми коврами и гробницами Фирдауси, Амара Хайяма, имама Рази, друзья. Коренные жители Хорасана, таджики, друзья. Вот как где я говорил, здесь, в этой части восточного Ирана, то есть провинциях Хорасан, 3 провинциях Хорасан, живут таджики численностью, я это подчеркиваю, не забудьте, друзья, братья таджики, персы-таджики, 20 миллионов таджиков. Не говоря о том, что здесь на территории братского Исламской Республики Иран живут персы и другие народы, которые знают, разговаривают по-персидски, друзья, не забывайте это. Давайте посмотрим и что тут пишется по поводу Фирдауси. Смотрим. Хаким Абул-Косим Фирдауси Туси. Персидский поэт, классик персидской литературы, автор эпической поэмы Шахнаме, пользуется популярностью и считается национальным поэтом в Иране, в Таджикистане и Афганистане, друзья. Вот как-то так. Недавно в Таджикистане уже раздали книгу Шахнаме. Вот тут пишется Шахнаме. Конечно, все таджики гордятся, что есть такой мыслитель, да, у нас, у таджиков, Абул-Косим Фирдауси. Хаким Абул-Косим Фирдауси Туси. Итак, а теперь об Амаре Хайяме. Амар Хайям, Гияс ад-Дин Абдул-Фатах Амар, Ибн Ибрагим Хайям, Нишопури. Персидский философ, математик, астроном и поэт. Известен во всем мире как выдающийся поэт. Автор цикла «Философы Рубаи». Считается национальным поэтом в Иране и в Таджикистане. А также, я повторяю, ребята, это не забудьте, Самарканде и Бухаре. А также с той стороны Амудари, которые действительно живут там таджики. Понимаете меня, да? Это, как говорится, бывший Афганистан. Вот как я говорил. В некоторых странах действительно они уже привыкли переписывать историю персо-таджикского народа. В основном наши соседи, турко-монголы. То есть, да, вы знаете, я о ком говорю. Турко-монголы, я еще вам покажу, есть еще материалы. Я здесь, на этом видео, вам покажу и объясню, ребята. Вам не стоит, я вот обращаюсь к этим турко-монголам, вам не стоит этого делать. Мы вам не дадим этого делать. Переписывать нашу историю персо-таджикского народа. Итак, дальше пошли. Коренные жители Хорасана – это таджики. В Хорасане говорят на разных диалектах. Давайте посмотрим.
Так, вот персидский язык, видите? Персидский язык, ведущий по числу носителей иранской группы индоевропейской семьи языков, обладающий богатой многовековой литературой и традицией, включая признанные шедевры мировой литературы. Теперь вот смотрите, уважаемые, давайте я вот сделаю вот эту карту ближе, да, больше сделаю. Вот, сейчас, секунду. Вот я сделал больше, да. Смотрите, ареал обитания таджиков. Вот Таджикистан. В Таджикистане живут 10 миллионов. В Узбекистане живут от 15 до 17 миллионов таджиков. Самарканд и Бухара. Центр, то есть, да, культуры, а также центр, мировой центр таджиков, друзья. Не забывайте это. Понимаете меня, да? Все таджики гордятся Самаркандом и Бухарой. И говорят, что эти города таджикские города, друзья. В Узбекистане живут от 15 до 17 миллионов. В общем, получается, в этих двух странах живут 25 миллионов. Вот теперь Афганистан берем. От Ваханского коридора до самого Герата, то есть границы Ирана. Вот здесь, да, синим показывают. Здесь живут тоже таджики. Понимаете? Здесь в Афганистане живут 25 миллионов. Уже, давайте считаем, 50 миллионов таджиков. А здесь вот уже в Хорасань, вот 3 провинции, которые я рассказываю, да. Вот здесь вот 3 провинции живут 20 миллионов таджиков. Уже у нас получилось 70 миллионов. Кроме этого, наши братья, сами персы, да, персы. Сами персы. Я их пока не считаю. Еще дополнительно. В территории Пакистана живут 10 миллионов таджиков. Вот здесь на севере, да, севере Пакистана 10 миллионов таджиков. Уже нас 80 миллионов таджиков. Здесь я еще не считаю Китай, да. В Китае там 500 тысяч таджиков, да. Ну вот видите, синеньким там все светится. Вот как-то так, уважаемые братья. Давайте теперь перейдем на другую часть. А теперь смотрим, вот смотрите. Дари. Дари — диалект персидского языка афганских таджиков, хазарийцев, чараймаков и некоторых других этнических групп Афганистана. Один из 2 государственных языков Афганистана, наряду с пушту, распространен главным образом в его северных частях, а также районах, друзья. Вот, видите, ярко такой красивый цвет, это здесь живут таджики. С Ваханского коридора, это северо-восток Афганистана, да, до границы Китая, до Таджикистана, скажем. Вот граничит с Таджикистаном. Отсюда начиная до самого Герата, до границы братского народа Иран. Здесь живут таджики. Здесь, как я говорил, в 3 провинциях Хорасан, Восточный Иран, тоже живут таджики. Здесь таджиков 25 миллионов, как я говорил. Давайте перейдем на другую часть. Вот и таджикский язык. Таджикский язык. Язык таджиков стран Средней Азии. Государственный язык Таджикистана. Итак, сейчас, секунду. Я вот перешел на большую карту, друзья, чтобы вам показать. Смотрите. Вот Таджикистан. Здесь, в Таджикистане, живут 10 миллионов таджиков, а также в Самарканде и Бухаре. В общем, здесь, в этом районе,
тоже живут таджики, а также в Ферганской долине, друзья. В Узбекистане, в общем, как я говорил. Вот примерно так. Давайте перейдем на другую часть.